Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. То, что в горах аварцы, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши же семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанцев здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Тех, которых не смог он продать своим родственникам до окончания своих дней в рабстве. И еще, что самое главное, как мы видим, он заставлял родственников убивать родственников только за то, что они были в том караване. Вот таким коварным человеком и убийцей был этот пророк Мухаммад. А сейчас еще чуть-чуть некоторая будет информация. Кстати, к нам присоединился Заза. Зазу надо обязательно включить, потому что это наш генеральный директор, коммерческий директор и директор пиар-компании нашего канала. Заза, приветствую вас. С вашего позволения мы продолжим. Вы нам разрешаете продолжить? Разрешаю. Все, спасибо, Барков. Читаем дальше. Если будет плохо слышно, вы говорите. Читаем. В Коране в последующие дни битва при Бадре приобрела такое значение, что Ибн Исхак включил в свою биографию Мухаммеда полный поименный список мусульманской армии. Во многих хадисах ветераны, сражавшиеся при Бадре, упоминаются именно так, и, возможно, в последующие годы они даже получали стипендию. Награда пророка Мухаммада
который им давал деньги за то, что они служили в войске. Последний из ветеранов Бадр умер во время первой фитны, они говорят. Наследие. Первая фитна – это когда они начали бороться за трон халифа после смерти пророка, арабского пророка Мухаммада. Наследие. Воистину в двух армиях, которые сошлись в битве, было для вас знамение. Одна сражалась за дело Аллаха, а другая, в знак отрицания, верующие видели, что их враг вдвое превосходит их по численности. Это ложь. Продолжаем. Но Аллах поддержит своей победой того, кому пожелает. Воистину, для людей понимающих. Воистину, Аллах даровал вам победу при Бадре, когда вас было намного меньше. Так что всегда вот эти арабские апологеты и проповедники исламской религии, сектанты Мухаммада, они всегда говорят, что их было мало. Но это неправда. Мы чуть выше знали, что их было больше, и они построили коварный план был нападения. Так что помните об Аллахе. Быть может, вы будете благодарны. Это есть в суре сура Аль-Имран, сура 3, аят 13, и сура 3, аят 123. Можете идти читать. В Коране битва упоминается, очень важно, как мы знаем про Мухаммад, когда ему надо было сразу, Аллах ему не посылал суры и аяты. И вот один из примеров, сразу после битвы, Аллах снизослал пророку Мухаммаду суры и аяты. В Коране битва упоминается как Яум аль-Фурхан, арабская. В переводе Ям уль-Фурхан, день развлечения. Это сура 25, как только что мы чуть выше сказали. Можете идти читать, сура 25. Там читайте аяты и также читайте тафсиры. И в тафсирах есть ссылки на хадисы. Пожалуйста, дорогие чеченоговорящие наши друзья, а мы работаем на чеченоговорящую публику, пожалуйста, мы вас просим. Мы не наговариваем, отчебятиной не занимаемся. Пожалуйста, идите, читайте сура 25, все аяты, кому интересно. И после аятов, зачтения аятов, читайте тафсиры, значит, объяснения, в которых есть хадисы. И идите по ссылкам, читайте тоже хадисы. Так у вас будет полная картина всего того, что произошло. И если у вас есть хоть какое-то малейшее критическое мышление или анализ, способность анализировать, вы увидите всю ложь арабских проповедников, пророков, самозванцев Мухаммада, а также всех этих проповедников, апологетов арабской религии. Всех секты пророка Мухаммада и русских ФСБшных волн. Ну, читаем дальше. Фуркан, значит, арабское в переводе день развлечения. Ямуль Фуркан, арабское произношение. История битвы при Бадре передавалась из поколения в поколение в исламской истории на протяжении веков, прежде чем была объединена в многочисленных биографиях Мухаммада, существующих по сей день. Она упоминается в Коране, и все сведения о битве почерпнуты из традиционных исламских источников, записанных и составленных спустя некоторое время после битвы. Помимо этих свидетельств, до IX века не сохранилось никаких письменных описаний битвы, поэтому историчность и подлинность этого сражения оспариваются современными историками. Бадр стал популярным названием среди мусульманских армий и военизированных организаций. Операция Бадр использовалась для описания наступления также Египта в войне Судного дня 1973 года, а также действий Пакистана в Каргильской войне 1999 года. Как вы знаете, все мусульмане начинают ссылаться на эти своих военных сражениях на эту битву. Ну, потому что они зомбировались. 1999 года иранские наступательные операции против Ирака в конце 1980-х годов также были названы в честь Бадра. Во время гражданской войны в Ливии в 2011 году руководство повстанцев заявило, что они выбрали для штурма Триполи 20 число месяца Рамадан, чтобы отметить годовщину битвы при Бадре. Битва при Бадре была показана в фильме 1976 года «Послание», в анимационном фильме 2004 года «Мухаммед. Последний пророк», в сериале 2012 года «Амар» и в анимационном фильме 2015 года «Билаль. Герой нового поколения». Все, что мы перечислили, пожалуйста, можете идти смотреть. У вас будет вырисовываться полная картина. А теперь мы прочитаем про Хубала, потому что нужно понять, почему они воевали и что они хотели этим сказать. Хубал, это значит тоже арабский бог, тоже доисламский, но который был вместе с Аллахом. Хубал арабское, Хубал староарабское величие в похвалении, восхищении. Бог арабского языческого пантеона, особо почитавшийся в Мекке в доисламскую эпоху племенем Курейш, из которого происходил пророк Мухаммад, был одним покровителем древнеарабского племени Курейш, а также богом неба и луны. Хубал в Каабе. Очень важно, заостряем ваше внимание, пожалуйста, сконцентрируйтесь и примите информацию, как она и должна быть принята нормальными, здоровыми людьми. Хубал в Каабе.
Так, внимание. Крупным центром культа Хубала была Кааба в Мекке, где он считался главным идолом. Очень важно, это очень важно. Дорогие мусульмане, чеченоговорящие, пожалуйста, концентрируйтесь. И даже если вам тяжело это слышать, но хотя бы услышьте. И зернышки сомнения начнут все-таки взрастать в ваших прекрасных, великолепных, изумительных головах и ваших великолепных, восхитительных мозгах. И надеемся, вы все-таки выйдете из этого мрака и мракобесия, который называется секта ислама пророка Мухаммеда арабского, убийца, насильника, маньяка, педофила, вора, лжеца и так далее и тому подобное. Читаем дальше. Крупным центром культа Хубала была Кааба в Мекке, где он считался главным идолом. Мухаммад ат-Табари в своей истории пророков и царей 1, 157, это в его книге, можете пойти почитать, сообщает, что пророк Мухаммад был принесен к идолу в младенчестве своим дедом Абд аль-Муталибом, когда Мухаммад завоевал Мекку. Он запретил. Значит, в младенчестве Мухаммад был принесен туда, к этому идолу, для освящения его дедом Абд аль-Муталибом, но когда Мухаммад завоевал Мекку, он запретил языческий культ и разрушил идол Хубала вместе с остальными 360 идолами в Каабе. Идол представлял собой статую человека из красного сердолика с золотой рукой. Хишам ибн аль-Хальби в книге об идолах сообщает следующие подробности. У курайшитов идолы были внутри Хаабы и вокруг нее. Величайшим из них был для них Хубал. Он, как это говорит тот, кто пишет это, Хишам ибн аль-Хальби говорит, это он говорит, это не я говорю, чтобы было понятно. Он, как я знал, был сделан из красного сердолика в виде человека с отломанной правой рукой. Таким он попал к курайшитам, и они сделали ему руку из золота. Первым, кто поставил его, был Хузайма ибн Мудрика ибн Аль-Яас ибн Муддар, и его называли Хубал Хузайми. Он находился внутри Каабы. Перед ним лежало 7 стрел, на одной было написано чистокровный, на другой чужой. Когда сомневались относительно отца, ребенка, приносили Хубалу жертву, затем бросали стрелы. Если выпадало чистокровный, ребенка принимали. А если выходило чужой, от него отказывались. Была стрела для покойника, для заключения брака и 3 стрелы, назначение которых мне не объяснили. Это значит, это историк арабский пишет. Когда спорили по какому-нибудь делу, имели в виду путешествие или какую-нибудь работу, приходили к нему и бросали стрелы возле него. И как выпадало, делали согласно этому и полагались на это. Как мы видим, справка от редакции, Хубал — это было их идолологическое божество, которое находилось в черном круге в Мекке, и там было 7 стрел, это мы объясняем, чтобы люди, которые не понимают, и если ребенок рождался, чтобы понять, он чистокровный или не чистокровный, не чужой, его перед стрелами ставили, там бросали в сторону Хубала стрелу, и как она повернется, там, надо понимать, что, как там все это происходило, его понимали, этого ребенка или нет. Вот такие вот у них были верования, божества у доисламских арабов, курайшитов, бедуинов. Так, читаем дальше, справка закрывается. Возникновение и использование названия. Наиболее распространенной среди малознакомых с арабским языком является точка зрения, связывающая Хубала с антисемитическим словом. Буквально хозяин, владыка и с одноименным божеством Баалом. Тут еще некоторые справки, что было какое-то было там царство Хаан, и оттуда тоже как будто Хубалом называли, оттуда они переняли типа курайшиты. Но мы не будем подаваться в подробности, мы будем просто читать текст. Кому интересно и кто заинтересуется этим, пожалуйста, можете читать, есть источники, эта история, она зафиксирована исторически и евреями, и арабами, и византийцами. Кому интересно, он найдет информацию. Просто мусульмане не дают нашим чеченцам, чеченоговорящим сектантам, эту полную информацию. Поэтому наши чеченские, вот эти вот наши так называемые мусульмане, они не понимают, в какой системе координат и в какой секте они находятся. Поэтому мы работаем на них, мы распыляться не можем, времени очень мало. Деньги нам, как вы знаете, дает Госдеп, Федеральный конгресс США, и мы отрабатываем эти деньги чисто и до последнего цента. У нас нету коррупции.
Читаем дальше. Возможно, первоначально восточные семиты называли главного родового и племенного бога не именем собственным, а словом «хозяин», «господин». Именование бога, занимавшего в Аабе центральное положение, именем Хубал, согласно этой точке зрения, могло иметь значение «истинный бог». Он Господь. Один из русских ученых, ссылка есть на русских ученых, которые, знают Царская империя, всегда изучали это, восточные сказки, и эти восточные сказки, они очень успешно внедряли во все покоренные народы, которые они хотели исламизировать. Так вот, один из их историков, арабоведов, Климович, отмечает, что местоимение Хуа, он в значении истина, Бог, Аллах, до сих пор можно видеть начертанным по-арабски на стенах многих больших и малых старых мусульманских мечетей. Однако следует отметить, что слово «хубал» на арабском языке не похоже на слово «хуабаал». И это явно для тех, кто хорошо владеет арабским языком, так как в слове «хуабаал» находится буква «у». Но в слове «хубал» такой буквы нет. Но просто существует ударение на букве «х», а также буква «а» существует во всех семитских языках, так что буква «а» превращается в «а». Только тогда, когда слово переходит из семитского языка в несемитский язык, но не изменяется, когда слово переходит из семитского языка в другой семитский язык. Тем более слово «хуа» он не имеет, «хуа» это значит что для информации, не имеет в арабском языке значения «истина», по-арабски будет, а также не используется отдельное значение «ок Аллах», а только в соответствующем контексте. А слово «баал» не имеет в арабском значения «бог» или «господин», а только как название конкретного языческого бога. Таким образом, более обоснованным представляется слово «хубал» на староарабском языке имеет много значений. Одно из них – величие, и другое значение – похваление и восхищение. Если слово «хуа» он, значит, «хуа» он в арабском языке не используется отдельно в значении «бог Аллах», но часто в Коране встречается фраза «хуа Аллах». Он Аллах, говоря о атрибутах Бога в исламе, а поэтому часто можно видеть фразу «хуа Аллах», значит «он Аллах», чтобы было понятно нашим слушателям. «Хуа» это на арабском «он». Когда он «ху Аллах», когда говорит, значит это «он Аллах». Значит. Начертанным по-арабски на стенах мусульманских мечетей, записывая аяты и читая аяты Корана. Еще одна история доказывает, что и мусульмане, и арабоязычники различали Аллаха и Хубал. Когда после победы мекканцев, арабов-язычников над мусульманами в битве при Ухуде, Абу Суфьян, правитель мекканцев, сказал: «Хубал, возвеличивайся». В ответ Мухаммад сказал мусульманам: «Скажите, Аллах величайший и всемогущий». Первоначально имя Баал было нарицательным обозначением божества того или иного племени. Потом в местности Баал, Тира, Баал, Сидона и другие. В это время его святилища приручивались к источникам, лесам и горам. Титул Баал давался князьям и градоначальникам, входил в имя, например, упомянутый в египетской повести XI века до нашей эры князь Библа Тикер Баал, путешествие Ану Амона, сказки, это ссылка. Если кому интересно, пожалуйста, идите читайте. Сказки и повести Древнего Египта. 1979 года издательство, страница 129-131 по транскрипции. Смотрите, Сафронова тоже есть работа. Страница 130. Ганнибал, Бальтазар, список царей Тира. Согласно Библии, служение тут Ваалу. Видите, даже вот православие есть Ваала. Тут Ваала. Все же оттуда идет с Среднего Востока, Ближнего Востока. Включала в себя человеческие жертвоприношения, в том числе убиение собственных детей. При религиозной революции пророка Илии все служители Баала были убиты. Этим культу в Древнем Израиле был нанесен существенный ущерб. Тут уже ссылки идут на православные, еврейские обозначения Ваала. Мы это читать не будем, нам это не интересно. Кому интересно, пожалуйста, вы эту информацию найдете, мы вам даем просто направление, ссылки, понимание того, что надо искать и как, и куда надо направляться в поисках истины. А мы продолжаем, потому что нас интересует только русский православный Ахлу-Сунна ислам, потому что чеченская нация уничтожается Россией, российскими спецслужбами, а также их мулами, агентами, сектантами.
посредством арабской религии, арабского сборника Камасутры под названием Коран. И мы всегда будем акцентироваться на чеченоговорящей публике, на чеченцах. Мы, еще раз повторяем, не ведем борьбу ни с исламом, ни с арабами. Мы не фашисты, не ксенофобы. Мы очень гуманные люди, любим все культуры, нации, все конфессии. Мы к ним относимся терпимо. Но у нас на сегодняшний день, у чеченцев, большая проблема. Проблема – это так, что нас уничтожает и размывает, нас расщепляет посредством ислама, превращая нас в каких-то серых, непонятных мусульман, ихванов, родства не помнящих, и отправляет на все всевозможные конфликты с именем Аллаха на устах, когда это России выгодно. Поэтому мы будем акцентироваться, раскрывать все тайны ислама и всю вот эту вот Камасутру под названием Коран. Поэтому мы акцентируемся для чеченцев, но одновременно мы вам даем возможность и направление, ссылки, кому интересно, пожалуйста, идите читайте. Дальше. Курейшитский Аллах. Сейчас мы акцентируемся больше на Хубале. Курейшитский Аллах – это Хубал, главенствующий бог не только в Аравии, но и в других семитоязычных регионах. Его называли то Ваалом, то Баалом. Неоспорим факт существования идолов в Аабе. Величайшим из них был для них Хубал. Калби – это книга Кальби Х.М., книга об идолах, 1984 года издания, страница 102. Пишет Хишам ибн, это работа именно Хишама ибн Мухаммад аль-Кальби. Пожалуйста, кому интересно, найдите ее, прочитайте, там много чего интересного. Кто именно интересуется арабской, исламской историей и с этими вот этими сектантскими рассказами, читайте эту работу этого арабского историка, арабоведа и исламиста. Там будет все ясно. Хишам ибн Мухаммад аль-Кальби, арабский историк 8 века. Хубал был главенствующим небесным божеством, творцом, вариантом Баал-Шамема, Баал-Хадата, Баал-Мардука, как мы видим уже в еврейском даже языке о нем говорится, Баал-Хамона, Баал-Фигора в Аравии. И в Коране есть напоминание. Коран, сура 39, аят 38, Хишам ибн Мухаммад описывает жизнь, описание пророка Мухаммада. Есть эта книга, которая издана в 2007 году, страница 36. Теофорное имя немусульманского отца Мухаммада было Абдаллах, в переводе значащее раб Аллаха. В Коране упомянуто 8 аравийских идолов. Заостряем ваше внимание, дорогие мусульмане, чеченоговорящие, bu Allah dikla doğ dik dağlat da ve oranjur bir hadisi tüm hakiki hadiste doğru hadis hadisi tajim şey kvartoş met tabii şey kvartoş şey doğmuş şey sinoş derbi et büyük içimde şey çur ara yakı admışhil mu'min vart admışhilum kaldı bu diye. Rahme bir işte yok akabovat. Душин хокмеття, идол ты богатыш. Заостряем ваше внимание. В Коране упомянуто 8 аравийских идолов. Почему заостряем внимание? Потому что многие мусульманские апологеты, проповедники, имамы, шейхи, вот эти вот в интернете, которые сидят бородачи в мешках. Вот это Аллах, это единственный Бог. Нет. До него там были у них боги более 360 идолов. Есть и будут. Эта история, она существует. И даже в самом Коране, когда пророку Мухаммаду было выгодно, он их упоминал, для того, чтобы Курайшиты перевести на свою сторону. И если суры аяты, потом он говорит, а ты же упоминал Аль-Уза Аманат, он сказал, что это шайтан мне подговорил в ухо, чтобы вам сказать. Потом, когда я сказал, неужели шайтан может присутствовать в время твоей проповеди, он сказал, изменил снова свои, это измененные аяты, между прочим, сейчас я вам говорю, кому интересно, он тоже это может это раз найти. Третий раз он изменил свои, так скажем, показания перед Курайшитами, потому что он должен был их перевернуть на свою сторону, и сказал, нет, это шайтан, сатана, ходил между вами и коверкал мои слова, и вам в ухо шептал, что это Аль-Уза Аль-Манат боги. Вот такие вот у них были. 3 раза он понял, это отмененные аяты. В Коране есть отмененные аяты. Понимаете, это книга, которая никогда не может измениться до скончания рода человеческого, но Мухаммад сам сумму себе присылал, от имени Аллаха, так своего называемого своего идола. И сам потом же их изменил, когда они уже противоречили ему предыдущему высказыванию. Справка закрывается, читаем, да? Концентрируемся. Мусульмане. Дорогие мусульмане, чеченцы, или те, которые думают, что они мусульмане. Так, в Коране упомянуто 8 аравийских идолов, включая жену Аль-Илляха, Аль-Лат и их дочерей. Коран, сура 53, аят 19-22. Пожалуйста, идите читайте.
Если вы не можете идти читать, я вам сейчас зачитаю. Сура 53, аят 19. Хорошо, я зачитаю. Сура 53. Сейчас мы сура 53. Просто чтобы было интересно. Чтобы люди понимали, как нужно искать информацию. Для этого мы так работаем в прямом эфире. Сура 53, аят 19. Потому что многие люди думают, они от себятины занимаются. Нет, мы от себятины не занимаемся абсолютно. Мы никогда не занимаемся от себятины. Мы всегда работаем с Кораном и сурами, аятами. Вот смотрите, сура, кому интересно даже, чтобы было понятно, пожалуйста, дорогие мусульмане, печатную ленту в прямом эфире мы, кстати, идем. И мы сразу же печатаем, наш технический модератор вам выкидывает печатную ленту этого канала. Идите читайте. Сура 53, аят 19 и до 22. Пожалуйста, идите читайте. Читаем. Упоминание этих божеств, идолических божеств, исламских. Сура 53, аят 19, сура 53, аят 19, сура 53, аят 19, Ан-Наджм, звезда, 19 аят из 62. Тут написано. Аффараайтуму аллата ва аль-Уза. В переводе на русский. Не видели ли вы Аллат и Аль-Узу? Ну, смотрите, в Коране упоминается о идолических божествах. Абу Адель говорит, видите ли, знаете ли вы о многобожнике идолов Аллат и Аль-Узу? Толкование Ас-Саади, не видели ли вы Аллат и Аль-Узу? И тут Ибн Касир, он больше объясняет это все. Но мы не будем сейчас затягиваться, потому что у нас совсем другая тема. Мы объясняем, что был Хубал, Аллах, и что эти два войска при Бадре воевали под предводительством своих вожаков, караванщиков. Один был убийца, маньяк, насильник, мародер, пророк Мухаммад, саморазглашенный, а другой Абу, который защищался с именем Хубал Акбар, а тот Мухаммад нападал с именем Аллах Акбар. Читаем дальше. Мухаммад в своей проповеди не затрагивал самое почитаемое главенствующее божество. Он проклинал всех прочих псевдобогов, чем спровоцировал гнев своих бывших единоверцев за хулу. Это арабское слово. Хулу. Хулу значит скрывание правды, истины. Хулдя шубо, что ножки мотать, а он слышал. Османный кричал. Хулдя шо. Вот что у нас царь, худицы. Хулдари, югаца, а дальше жду цель Альма, ведь слово свободы, конечно, у меня в голове столько информации, что я иногда забываю. Вид от дой, пухнуться и дышишь. Бухтан дой, дышишь тут бухтан, вид от и хурли, ты дочь дышишь, да, сказочно. Ладно, читаем дальше. Бывших единоверцев за хулу на их веру. Кстати, Аллат посвящен был храм и белый гранитный камень с украшениями. Геродот сообщает, что у арабов Алилат, аналог Афродиты, Геродот, это значит, его читайте страницу, 1 глава, 131 страница, это очень такая, знаете, щепетильная история. Я буду читать как есть, без комментариев, пропущу, кому интересно, найдете, будете читать сами. Читаем, да. Аналог Афродиты. Так, Геродот сообщает, что у арабов Алилат, аналог Афродиты, Геродот, глава 1, 131 страница, ее клитор потребовал сосать Абу Бакр Урве ибн Масуду, если верить хадису под номером 2770. Пожалуйста, идите читайте хадис от Абу Бакр Урва ибн Масуда, хадис под номером 2770 из сборника имама Аль-Бухари. Значит, хадис 2770 из сборников хадисов Аль-Бухари. Идите, читайте, и там будет эта интересная информация. А мы читаем дальше. Однако, все же самым большим по размеру язычного суннитского идола Баала, из-за его размеров, придаваемых ему свойств, принято было, как представляется нам, произносить «да возвысится Хубал». И тут обратно это арабский историк Кальби Хишам ибн Мухаммад, книга об идолах, издана в 1984 году, страница 106. Это аналог такбира Аллаху Акбар. Хубал, как правило, собой представлял образ существа с человеческим телом и головой парнокопытного зверя, рогами, напоминающих полумесяц. Руки были распростертыми. В этом культе молохаситы ставили на руки Баала своих первенцев, которых сжигали. Иеремия, тут уже на Евангелие, на Библию, все эти ссылки. 19, 4, 6 страница. Этого истукана в виде зверя древние люди почитали, как и черный камень, поцелуями, устраивая оргии. Ну и дальше, и дальше. Так,
На сегодня мы хотели просто донести, что битва при Бадре была между мусульманами, так называемой бандой, сектой пророка Мухаммада, и караваном, на который он хотел напасть при Бадре. Караван защищал Абу Джахель, который узнал, но не смог хорошо подготовиться. Он кричал «Хубал Акбар», а пророк Мухаммад кричал «Аллах Акбар». Надеемся, что это была аудиолекция для вас полезная. Кому интересно, по всем ссылкам идите, ищите информацию, читайте, ознакомляйтесь, просвещайтесь. Сутя роли, аудио формат тяг, адвикен, маршаль, все, Маржан, можете говорить. Мы записали, информацию скинем людям, пускай думают, слушают. Вы были с нами, Маржан, как думаете, нас было хорошо слышно или все-таки были переведены? Великолепно. Все, пускай читают, набираются опыта, мудрости, познают Аллаха, познают Хубала, познают всех других богов. Эти хадисы пускай читают. А мы просто в аудио лекции, в аудио формате сбросим, пускай не читают. У нас секретов от людей нету. Нога, что аудио лекции, это все, Маржан, а вы что подумали? Вот вы знали эти истории или нет? Нет, я ничего не знала. Если вам Только, кто-то- Да. только Хуа, что он, слова, то, что ты говорил, они были знакомы, а истории Вот. нет. Это значит Хуа, это он, правильно? Вот видите? Ага, Какие-то. да. А мы же не глупые Хуа. ребята, и девочки. Почему вы не изучали историю Хубала, Маржан? Что вас сдерживало? Вот скажите. Меня никогда не привлекала эта бедуинская религия. Я ей всегда брезговала. Да, жаль. Что же вы Я тоже потеряли сейчас такие- жалею. реально Была в такие- самом центре. Да, если вернуть время назад, я бы с тетради все записывала бы. Вы потеряли столько знаний в этой бедуинской религии, секте, столько важной информации для жизни. Я чудо, пойда, хорошо, Ой, Амуль, ты только понимаешь, что это все дерьмо собачье нам навязали русские, и там просто невозможно потом жить. Это все вот это вот, если ты будешь в голове аккумулировать, анализировать, это знаете, что самое интересное? Это бесконечные сказки. Тига цахум дать пойда. Цахум. Вот хэр духа саамин, хэр пойда. Всегда ветру посылки, тига цапалму. Хохсулките, вухоте ветру, тига цапалму. Хохсулките, вухсулките, тига цапалму. Ишти палму тига масумете цаца. Цэюиш был пал. Цавой ногчиш дохшу, что хумш. Цавой ногчиш пойда хэр дохш, что хумш. Вейлилур дохш. Я вейлилур дохш хумша дацуча. Вейлилур дац, вейлилур Вещадыш, Лаладин, Юлдичи, Вейлилур дохш дацуч. Это чисто песчаное, вот это бедуинское, сектантское, еще до вот этого Музмахмада, Лилу, Вилхшдаться, вот это все это собрали, более-менее как-то вот систематизировали и сделали сборник вот этой Камасутры Коран. Тебя сама даст пойдет. Так, кстати, к нам присоединился какой-то ДД. ДД, может ли? Маршалду. Мусульман. Турмай на связи. Эфир дайолу шуе, коннекцию хамигердари. Не, ладно, что вы уже Элди, Аллах не знаю, видите, группа Цансарта. Пожалуйста, говорите. Что вас интересует? Есть заказы? Манты, Жижгалныш, Чепалгаш, Хелгалш. Что вам нужно? Bunu ıstılpır yoktu. Mülkçüde kurduk. Hadisiş, ладно, что? Büyüse merse yok. O da dokuğa koy, da alı koy. Хаздыш, Дерей, сколько? Да, вот мяч мокши не уволь. Яка
Халбук единственный это такие шпольна халбук. Тайц. Вот он лил убежать, что как быть с ними? Терпеливо или же притворяться? Бусул вон пока ты валла. А то теж прям те кват красный набор тут был. А бусул два. Ну, ладно, говоришь. Тут гордиться ходить. Тифик машло. Тифик хайда гадек. Сайда гадек бица. Шун поет хербас. Сун зъехал Дубара. И цохчу элар коцвей. Хашко. Дела иш мухр оцацани. Собрать виз, дебодик дис хомолюс, церкваш бахтан пирамут, яш устуан пирамут. Цацани мухр лизон, янча. Лобовую цацбоч, одицу уличе, и шпахлета, устуа, кичбу сюда шикуяц. У них полный ряд головного мозга, выжженные мозги, там просто ядерная зима. Церквяч, хума, да, кишки, чпац, вообще, они не... А этом дац, допустим, масала бахумес, щеданан, дух кардош, вот так будет, щеданан, ты сахнешь вот это. Щеданан, вот музмама, двадцать, цу лахар хеч лишь, вот так будет, а цу зудила, зуда, тага, мушумыш. И цундер с малых лет хожили, да, ну и кварту шайра, договорил, что будешь, замки, пиндиш, шайра будет. А цун кудуется, и кеми так мол, и зуда и лага. Они опасны, на самом деле. Цундер, царь бессмысленно работают. Единственное, чем можно говорить, что ладушта. Колица, папуаш, вот папуас, ты, например, поехал ты в Бразилию, там, леса Амазонии. Там лежишь, Берзенбой, там, глушил, халабох, у истоков Амазонки. Голые они ходят, племена, еще до, без цивилизации, не цивилизуют. Они еще цивилизацию даже не познали, даже со времен колонизации цыгане. Вообще заброшенные буквы. Там леса Амазонии самые большие неприступные леса там. Практически там невозможно добраться. Они там живут, уходят всегда цивилизации. И что самое интересное, они голые, полностью голые, там же тепло. Бэш на бубош пишет. Вот шире. Бледуючу. Я, кстати, мапью льешкуль, а тут перзенфуль. У них вокруг просто половых органов, как это, соломчатый юбка ходит, и они ходят голые там. Это еще вот просто, я почему аналогию провожу с этим, чтобы была ясная картина, чтобы люди понимали, с кем мы имеем дело. И вот царь нюк его вчера, хайдюни дойша, хардюни чуалил, что хума хукша, кием, дег, церпуаш, дег, хуарт, кием, ваш кием, телефон, кинчка, кидек, шадек, хай хукш. Вот царь нюк его вчера, ишбедзен был. Хайд ацац бедер йолшихуль. Царь его вчера, хо царь ахтарвал вилвишу. Хо царь ахтарвал хольёштахлича. Царь ховюру. Царь га ацели тухш, хума ю. Ядовитые стрелы опсуна. Царь испиона ховюру, потому что если ты начнешь посягать как бы их систему ценностей, на их культуру, то царь ахтарвала, ищ сам лил виш, вот сега. Выхода нету. И вот ахдыш волнах бальц, царь, что, ты говоришь им, что, что верование. И они тебе показывают божества, там, какие-то башки, там, мы так тут охотимся, вот тут мы изготовляем яд для наших стрел, вот тут мы нападаем, тут мы вот так вот их разделаем, вот тут мы им поклоняемся, и ты только в 7 дней входишь, вот себя, и ты говоришь, исчацишь, как будто ты себе открываешь что-то новое для себя. Это новое, что ты открываешь для себя. И что ты школь от себя. Но ты ему не можешь сказать, а что делал палбушон, хинц уже пьют, дендер, вава, кема, жду, яд бьюс, там специальные капканы, можно сети ставить, а что делал палбушон. Сейчас уже дороги делают там, вот, чем на ваших там этих пирогах, уже есть катера там. Ты не можешь им это сказать, потому что они скажут, бьются палбом, они тебя убьют. Ищ ситуацию, это что, ищ ситуацию. Ю хумбох, вой отсхолт далек от раскаш, иш динах царвой, и нах ишца.
Жейква, цен, Уэля, еще учится. Дикариш. 7 век моего века, мы же в 7 веке находимся. Это же надо понимать, это надо осознать. Когда ты осознаешь, тогда ты уже понимаешь, как нужно с ними действовать. Так, вахуешь. Вахуй, ако, дикду, бош. Но зачем же информация закидывать есть, чтобы у них это как бы зерна сомнения как бы зарождались в них, как бы, в головах, в умах у людей. А жил душа. А уж все равно, как бы, кто бы что ни говорил, короче, он сразу так, в лобовую тоже нельзя с ними, потому что они тебя просто убьют. Это мух, а уэла, а как-то жопнуло вниз лиса от моста. Да. Примерно как-то надо маневрами. Ну да, я также говорю от общества юкачи, церах тервел халуешу, ради хай мершу, да, хай фом, да, чтобы сохранить себя. Там ничего страшного нет, охервел, бил шу, церах тервел. Есть такие еще среди нас, скажем, которые не возлюбливают религию, что такое. Да я когда дальше вышла, тешбя целбок, он тоже нотариально идет. И что бишь-то? Береги себя ради хайфон, да, хайдвизов, да. Так, ничего страшного. Да, харцаха, ронсун, ишь дуйха, богуш. Ну, объясни, Бог, наоборот, что заинтересоваться, бенсон. А чок целуешь тебя, чок вайлуш, там нет такого смысла. Да. Надо быть очень... У них, знаете что? Вы читали про стих Горького «Ужи сокол»? Вот та же история. Их унижает твоя свобода. Они не любят видеть, вот как уж сказал сокол, не деребеди мне душу. Сокол там описывал, как он летит, а уж с такой ненавистью, завистью слышал, и там в конце рожденный ползать, летать не может. Его ужа убила свобода сокола. И вот когда я этих бусурман вижу, я вижу вот этот отпечаток, у меня сразу это стихотворение в голове. Но я с ними не чирикаюсь, я не думаю о последствиях, убьют, не убьют. Я сразу в лоб. И они всегда бывают бледные передо мной. Что именно ты им говоришь в лоб? Что ты Ну, это вышла из просто... ислама? Я там и не была, чтобы выходить, во-первых. А когда они начинают, я сразу останавливаю, мне это не говорите. Я то, что вы сейчас узнаете, я это узнала 24 года назад. Вот эту всю эссенцию вот этой религии. И они как-то автоматически передо мной не говорят, как будто вот их тела знают. А если даже заикнуться, я сразу останавливаю. Что хабусул бяц, яц дир. Сущусан голшт аляхтен яц, я ляхтар яц. Повезло. Хотел враг греха. Ну и что? И Вот себя было... поэтому я говорю. Да, вот я не буду врать, что я такая прям храбрая. Ни в коем случае не храбрая, не смелая. Если бы я была в Чечне, я бы сидела, бы забилась бы в уголок и ничего не рыпалась бы. А так как я на свободе, я пользуюсь своей свободой, и смотря в глаза, я говорю правду. Вот это у меня нет вот этого. Я в поддержку Маржан скажу несколько слов. До 96-го года, в принципе, новчик был шталит на базе. Это сейчас все на карачках стоят, раскоряченные на четвереньках. А до этого не стояли на карачках. Такой новчик, я шалтер, летом был, его даться. Мы никогда не были на карачках. Продолжаем уже. Да, вот именно то, что ты аж озвучил, то, что я хотела сказать. И все.
Сейчас нынешнее поколение в Чечне и вообще по России, как бы уже, где русское влияние, они заставляют с малых лет стоять на карачках. Как в Саудовской Аравии, как в Иране, везде. بيكوكي وقتو وتحجريش باش الشعح مسنا يحيرش بيكوكي يعطي كانت بيكوكا وقارن سهيتس يمالش بوش ورطة وتغاس مش حباخن يتسار خير مشتش вот хинц тихо что швардой царь вот им можно сказать они всю жизнь на карачках стоят и будут возможно стоять. Вот им можно, как бы сказать, Абуса Бинчур до 96-го года Нохчи Буса Бинчур Цахилла, кто бы что ни говорил, это неправда. Так что они не могут определять более-менее старшего поколения, говорят, Хабуса Бинчур вот что Хильвиз, а что Кача, живождение, да, Хилла Хуша, и докниш, и док бы что меня, Кеша, Хильвиз, Сусонаха, хотя бы тажим и аму десу. Я уж аму шмац, и арбу дин. Я или елу шмац. Просто зомби жан замок и шанец. Квартал шмахняч, и шхалняч, и бикух не в этом яке. Но это болезнь, навязана в России. И тем горванчур, арию, пробуждение будет очень тяжелым, очень горьким. А чеченцы, когда начинают пробуждаться, они очень быстро пробуждаются. Они быстрые на подъем. И у нас очень трендовое поведение. И за модость как бы следят. Например, кто-то купил себе BMW, допустим, себе BMW, да, допустим. Кто-то купил себе какой-то спортивный костюм, допустим, Adidas. Все покупают Adidas. Вот кто-то вышел из этого мракобесия, секты мусульман, увидел 10 человек уже, не боятся, ходят. Значит, это так надо. И чувствует вкус свободы ночи. Вкус свободы чувствует. Тут Бяхма была. Тут Да. важно подчеркнуть, кто купил. То есть, если это человек такой властимущий, скажем так, или человек, который является для большого числа людей авторитетом, то есть он задает вот эту моду. Если это не подействует. А если вот тот, кого нельзя называть, тогда подействует. Вот ты вот если купишь, например, Луи Виттон, там, какую-то сумочку, ты будешь в тренде, мой дорогой. Я за тобой буду уже идти. Нет, я имею в виду, я буду в тренде, но я не могу задавать тренды. Тренды задает тот, кто стоит во главе, на верхушке пирамиды. Не прав. Ты будешь задавать тон, потому что это ты. Все у нас видели. Как всегда, на свой уровень запускать, домовляться, шадов, ногти там. Почему ты так думаешь? Цо Элэг Мандуэз. Он же говорит, мы трендовые люди, мы трендовый народ. Да, каждый, но к чему трендовый? Рамзан Ахматович. Таган задавать решил, тренд чат. Это добровольно-принудительный порядок. Но и тем не менее, Хейл добровольно, наклейк шлетю Ахмат Сила, допустим. С волками жить по волчьи выть, надо левую делать, что кому штуку леваш. Вот поэтому и тренд надо как-то соответствовать этой системе, этому блуду, короче. Вот так вот блуждают все. Гинцел, ты ж податься. Гинцел скрюмш, мадер. Гинцел скрюмш, дер бохуэг. Пускай Патифик, пускай Зор говорит, что он думает, как он видит, ничего страшного. Но это его мнение, он имеет право высказывать. Я считаю, что у нас в народе культ силы, особенно Гинцарчхена. Все, вы правы, Зор, вы правы. Нет, я не претендую на какую-то абсолютную Нет, вы правы. Продолжайте, давайте, развивайте эту тему. Мы слушаем вас. Ну вот. Как вы сказали, культ силы, да, давайте, говорите. Да, и важно, кто задает тренд. Басаев Сахум, вот Харнисду, Ягар Ишду Элча, большинство скажут, все цо из Эли, Чак Дела Ишт Лилу, из Хачикук, Наскищуахки, из СДД, из ВЖД, из Эл. Было такое? Правый Зор, продолжайте, мы вас слушаем, развивайте эту тему. Нам интересно ваше понимание. Вы очень четко вот эти улавливаете моменты. Между прочим, очень интересно раскрываете всю суть чеченцев.
Продолжайте, мы вас слушаем. Плюс ориентир ши бокобо онхи нормальный берш духберш б дабеха шинтамюка. Соответственно, ориентиров мало, ориентироваться не на кого. Хигичан, халкуш был. Это воендух был чан. Мы знаем стагмилуац, потому что мы постарше. А молодые, которые растут, цахамилу, умят. Цондел царху, наклейк штили эти машины штили. Они полностью солидарны и согласны. Все. Нечего сказать. Нашло, ветеран. Marshall Duma sega ko elchun tamer deres. Ho hinda postem seit premier Lucas. Hint it's nach chalel lui. Wat zei het lel it's oro lel shwal achter research liet word dat. No huma die shwat hot lager hay maka din salah ashwi hon aktanach outfit shwal. Wat ze research liet مالر إمالة ديوجنا ترسلش دي تناخ يحترب لا سنة نو ملي تروى اللي بذات نتوا استنبات وين أوتريتش بابات وين نختار يلا وهم كنا بومادو Ветеран, как мы было, Алавич, а эти титуш. Вы шадыш долдиш буду халер эхар лавдиш буду абиню вендерлац. А как накал ветеран? As ni paradisi be kumira lo yush at undalj ta autoritet lo aktuelle igalu alishos ma dos hogalu alishos mawat im galu alishos iwalir al hogalu alishos wat nada tsundel shek werten sa wel yash dial shdui tak ialur wat tsangi shek werten wa atana iawol yerchne khalq shiyawash kiyum shiyawash shaq bil shbuk wa qamt yadina gina ko matsoz iyagina wa ميلت يشبيكش بينوي هيقل دوش ويلن شي هيقل سوا يز دو كنشنو نا خوبا حاجة يز ساد ديكم دل هيقل دوش نم حق يتساد يز وندالش هيقل هون لوش دات اي ميش تناخي جر حاي يتشو بيت ميل دول مزنان يش ناخي جر يتشو تبانيتو إذ نتشالنا وزلج التنيات وشي تروح يوحون قيت روح يوح بون حق وحونش حي هيقل نو ليل حي هيقل سالي Kajak wielu ceviš. Ne srč dietat ceviš. Ne ceviš. As primernici peru tu am dabaš da kdo. Пойдем, хай, машите, срч да. Не шо, молодец. Ты еще срч. Хай сур, хай лучше. Стеглюшка, молодца. Что можешь сделать, что можешь, рискуй. Барс, что барс, ва, помогший мяч, рискуй, что барс. Там хуа, Лама скорадал человек уже. Что можешь, рискуй. Говорите об одном и том же. Чего развест хорват? Энзорг сдюйчтергдуй, он говорит про домашних. Дома это мода. Поэтому заразительна она. Для самосохранения гума да цлатычица. Главное на сегодняшний день выжить. А вот то, что говорила Маржан, вот находясь на свободе, я вот в Европе была, свободу мою, ты понимаешь, даже если тебе там кто-то будет какой-то, мол, угрожать, ты можешь, как бы, у тебя есть защита. Вот в этих местах, находясь в Европе, в Америке, вы все свободные. И когда в вас есть стержень,
Не обязательно быть даже каким-то популярным или каким-то знаменитым человеком. Это тоже бывает заразительно, когда вот видит, вот смелость, она заразительна, и трусость, она заразительна. Когда человек видит непоколебимость, дай-ка я тоже так сделаю, Оли. И вот я призываю тех, кто живет на свободе в Европе, в Америке, и тергал цадеш, что кто говорит. И даях кшейнтир и гумш, вы защищены законами, человечными законами защищены. Если вам это не нравится, духалдоул, будьте первыми. Каждый из нас, лидер шмаду. Наши дети в школах, они всегда лидеры. Они учатся хорошо, они смелые. Зудбейш далах, энтри балах. Вот этот наш стержень надо поднять. Вспомните, кто вы. Он хассахит духальял. За вами уже остальные. Сам Эдерс Эльчун. И что, юкарелер сервис тулшнуш. Инца и цейрумш гамагинисун. И первый туам бьютчен. Стеман цабела цахл. Цанах бат вообще тергу ца вообще дуаглуш целнах. Туам дабельч баса серч басхаду серч туах лилшкурс. Я это видел окнахан. Я бацахит. Цабел бош пешхл. Кат вообще бела цахл. И туам дабельч серч лилш. يحتاج تانا إنه يحتاج رمزاني سيرش تندي سيرش ديت تاناخ بات دائما تشنير شغل تاناخ أوتيليتيتش خله شاش مشوم شيايت إيش تعليل شناخ إي قام دينا كوي خين تسي تا بريميريا لور إيرس حلقة ألكسان ماكедонский походе очень 304 год на Персидской империи Цу обратился всем этим государством Греция хилил. Ну, цик союз городов хилатик амфиктион бог. Штига цик согласиться, там они должны выделить были союзнические контингенты и спартанчика обратиться на цу шудо спартанчик элла. Шей дейшкер хадох что шей. Здравствуйте. Цанет яхцахуч лилер. Халха до лилер дуйши, халх до лилер. Ишт халх бол лил шхилш. يا أخي تنسلير شيء ديش كر حد وخشل ويأتانا عرب شني حنات يا أخي تنسى شنير شخل ليلغتش حد وخش اتحل دهكن ويقام دات ومارش داهل دول داخي شوش درتولك مارش ويخشلش شيك ويرتنسى والي يشل ديشا ديزر دبواخ بابيزر بدو قوم دا ديز أتويتسو نستبابولش مارش دا نانيوم أتويتس تبابولش أحول يخلش كانيش دا خزيانو on zeti beatüçeyt o suallik diçan o merş wala hay واخر hay düzel qabar hay qomana hay merş wana sagat da di shruq no holay wal hay merş wa dahil du qumsh da del ka hay stwag etked ak duk bol nagen leeshel as du koy rask spensi lo en haral wajal وإيش بنسي دا دير دو هراخر دو تام دا هرش تا بورش دا چود ال تا ليش خله تا تياخي تليل إدي قام ديش دو كويخ دات الله لي وي وكن لي وي تاني لي خل يوش دات الله خن وي يوش دات وليش وي ليش هو تاني واحد يوش دات ها ماخكا مارش واخا تكلا تا خلم دات تكلا خل دات ايه دات هو خلن هرت شول هاي دي ذات ديش هاي داقي يحلو شول احكنش ده ام داقي يديش دي شي قوم غلقش دو مارش وي لريش موات بول بيت بيش دو قومش ده ديش دو اتوت تنم دو تحبش سبح كده أده دو نيخ سرتش داتو علي الأت بدو تا بول أشي قومن يح بول نيخ بات تير سات إيه حالتش كان لير هو خلاه تكيش تخلخ تا تخلاه أبي زياتن تانا إيقا ولا اللي نيخ بي المداتي تا جيرو خلال تخلاه سرتش دي تيوش سرتش دي سرت يا دالتش كان لير لا تيوش أهودو بيت بوتشوتو سويلي Поет бочум, дуде, и дуца олкоц беккечара, и цебеха, и цела сунцага, сунхексенса, генер, гергер, ви уқцер, тошоқач, беричоқач, и халқиян бериш дуцер, и сарч наклейкшлетин, илш букуш.
вот, например, идин дуй, цо шейдин нан духалдал Бог. Если твой отец, он видео шляться распространять. Если мой отец ходит на зикр, на молд, что делать? Духалвал Бог, что ему дают совет. А вот в нашем случае, когда вы защищаете свое, что духалца должен. Вот отец сказал, дахарчи хай, замотай свою голову. Или сыну, отрасти бороду. Ты должен в любом случае, она или он, да, маму, у него все равно дог душей берем. Сесть и своему отцу или матери, вот чем читать нотации инехник элац, лучше отца и мать сесть и просто с ними поговорить. Вот Хаджим Юлшина, Ахмад Салиилдор, вы и дамадацар, и вы и нохчини глилдей цулаэл. Вот это хайдена духалцевул, хай гумант и хайдана юхтедал дуа. Вот это огромная разница, когда вы идете, прете против отца и матери, защищая ислам, вы становитесь предателями, вы и мать, и отца предаете. А когда вы возвращаете и маму, и отца, дичь, ахаз дичь, дена нан духалцевик, штам, араться деш. Хажа мама, хаджим ёлш, ты ходила в полоски, потом ты одела дохкю, суна ляк иштиолктил. В Европе, Ахмаду, в юг хадоли, в нохчичун, в нохчи гумант. Это уже не духалвалер, это не предательство. Это наоборот благое дело, хай предк. Ты возвращаешь своих родителей, которые как-то там в заблуждение вошли и хотят уравнять тебя с остальными арабами. Вот поговорить спокойно с папой, мамой, они наоборот будут гордиться. Вот много бывает случаев, когда отец, мать в чем-то неправы. Бехтмобила, ветеран, а то я сейчас забуду. Асваху и сайбец хабардуйц, сайнанца хабардуйц, и все воспринимается. Хажа действительно хонис малю, да амаду иштоли. Я через это что же прошла? Поэтому это не предательство, это очень хорошее дело для своего народа, для своих предков, для своих родителей. Шейдай нами галбюлаш, югбалби в чеченство, они не прийти как быки в это рабство. Соели он ветеран, бехтмагыл. ما سمو إن سجلو داس شيكانت يلا يتوريت شوكا ماش يالي ولا تسابر ديال هر ليتبير يحيى يشلات تانا يهلي دا يشلح ماش وي ليتبيري تليل واش وي غير قلت يحج اغلردو ماش دي خيتشو ما يحج اغديلير داتو تا ابلوچ كيرا تو كيرا دولو بوات هو انا طولا سكرلو باخل سدر جيمه خل نسكرلو با يشو سدر جيمه بيلوكني جيلتوكني نو اتشوحيل هم يتسنق جيلتوك سارق سكرلو با قشيات سكرلو با لوري اكره مجويتا ما هن داس صبر دل مجد عياش تيوش هجيم ومجد ديالو قنا وقل سقيتم تشوالج خور دون اهيتي السيد هو تانا دو تانا ليل يوربوخ يلو تيوش ناه ليل دوربو اهو دوي قلق نو داس داش إقامة داش والسون شيء غير قلق حيه ديش نتو أتون حيه تون شيء دات حيه غات راح وداش نوع شيء غير قلق تان ليلش دات سوى جيم دوش دون دات حجة بير دالو تار عربي تونش دو تار أق تيك مجدي لو يزا حرا ليلين بيخ مال ليلين هرا وين تدي لند بوش أق يوخ كواتش عربوي حجة يوش كواتش يزودري كواتش كانت تزودري سن كواتش تيجي إيش دايلي هو كويرت بيستلي سو تسخ داس دانس حيخم تسبو بير حبير حيخم حجة أبوه حجة حيخم بين بالبير أدو دايلن حجر قش مدوه سير حاهو بير سير شين لوش كيبر حشين أدلوش كيبر ليخر ولش كيبر بير كياتش دوك شين ليخر وش دوي إيش كياتش دوك سونه نوخش تسخلق يدوك وين دكل حبير حيخ تكل أحبخس دا ولا ودا وات تبير جواب دلا هايدكاتش ده هو هايدس هاينا خيخ شنو يريد بدي هقول ماجي تاع حاليا ليلش توش بدا تاع نوختي
تهاش قش لنفتانا قوك نخشي وقش безобразный вид дешок المجول يوروبي يحتي عبايز يوروبي مجيتنا شو أفغانستان واويش قوز هاويش ما قوز مجي هر قيمتك شما يوار بوصل ده بولشي واويش مو كيسنا بولشي وين مجيتن ليرش صح والش ده دعوة قيجاور ونيس بتوي اشتر ليتي ميري جو يبوصل الدنيا قيجنا اشتخيب ذات بوصل الدنيا أحسن يا مرتلو تيشبيك قرية تمسخلر ميادول بس دين يحدوش دوك هنداج دين دو أسنو بالوش إشاء اشتخل ديل. Просто, ветеран, не надо ждать, пока все сделают, и потом уже подстроиться под них. Нужно быть вот, вот ты один сделал, сбрил, допустим, бороду, снял с своей жены, с сестры этот безобразный мешок, омерзительный мешок, который унижает наших женщин. Скромно одетая, нигде ничего не выпячивает. Очень, ну, у нас же свой дресс-код, маюлай. Не ждите, пока кто-то снимет, кто-то станет, примет человеческий облик. Каждый из вас 3, 4, 5 и поедет. Это же все цепная реакция. И я вот это хотела сказать. Потому что от тебя, от каждого из нас очень мало. От каждого из нас зависит сохранение нашей нации, наших традиций. О своих детях, о своих потомках подумайте, о внуках. Если мы вот такие вот, что с ними будет? Они вообще забудут все. И мотхаар, мацатё. Мотхаар, цатё. Нужно еще и acting по-чеченски. Не только выглядеть, но и делать все, что нужно, что мы только это знаем. Ты сказала, он унижает женщину, но не все женщины женщины. Вот это ты правильно отметила. Платок унижает женщину. Платок не унижает, вот этот мешок унижает женщину. Но это и есть платок, это мешок. Этот мешок не дает ей быть человеком. Вот ради чего она живет тогда? Я вот смотрю на них и думаю, вот хассаму ханнахдул, чтобы, когда ты что делаешь? Женщина, она получает удовольствие от чего? Когда она себя разукрашивает, там, занимается какими-то женскими делами. А вот эти вот мумии, от чего, интересно, у них? А они тоже разукрашивают мешки, они же занимаются разукрашиванием. Если ты одела мешок, там никаких цветочков, никаких бантиков, заколочек сверху быть не должно, каких-то слоевых. Это сплошной один мешок. И украшать дешь, и корт украсить бой, замотать бой, и аудул корт, сверху украсить дой. И облепленное, это же ужас. Арбошн, гадезер, они со смеху умрут. У них закутанный самый низкий слой населения. И этот низкий слой вот так вот одел свой мешок и идет себе спокойно. А горш, это непонятно. Там сверху какая-то шелковая накидка, на накидке какой-то еще что-то. И около 5-этажный, и шар. Это что такое? Вы что курей смешите? Или одень и стань, стерись с лица земли, сотрись, тебя никогда ни твой муж, ни брат, никто не будет уважать. Не уважают. Вот таких вот не уважают. У нас мужчины, они воинственные, завоеватель, охотники. Охотнику нравится, когда ты сопротивляешься, а не когда ты прибежала и легла, чтобы тебя пристрелили. Вот этот интерес даже мужской, чтобы как бы чтобы привлечь, раз уж вы хотите, будьте чеченками, загадочными.
непокорными в хорошем смысле. Неинтересны такие, неинтересны. Поэтому он уже через год-два смотрит на другую шейн, кызудьялу, третью, четвертую, пятую. И тегри галакбин вахожи наших нормальных мужчин полностью с ума свели. Каза модерцы, это некрасиво, это унижение мужчины. И представляешь, цен корт мубувай нохчи теги. У него нету никаких задних мыслей. Гинцлерниш, цахасу нухбу. Вот тех, которых я знаю, среди которых я росла, вот вы все, вот мои ровесники, чуть младше, чуть старше, у вас же чистые помыслы. Это что за оскорбление для мужчины? Дай-ка я замотаюсь, чтобы ему ничего плохого в голову не пришло. Ему не придет никогда плохое. Это унижение для мужчины и для женщины. Ишь, бьюх бывает, Игорь, вы о чем говорите? Вы что, сравниваете их с животными или как? Боток, Сенчи, Мари. Смеешься, смеешься. Это было. Hiç kazanmayacağız. Yardımız. Kстати, Адамов, ne говорил, что в этом году дусочная Алян будет. Умтауис. Ай, завистрелир, и когда мы его обвинили в чем-то, он вистрел, вачун соладух, швышен. Ламас дичара, выше, тинта, вообще, хамир, эхо, докш. Ял, докш. Чака. Докш, сани. Нигер, докш. Нигер, докш. Омли махмар, выхаз гош. Ашхот, дикера. هو الله يرتل جيم دول بيري ديش از تسوق دوتش اولون جيم دول بيري ديش تان تايتشر دوشي حال ايتشر تون ديشر دوت يا كيتشم شتتكات بويشوات تان بيرش ديشي ديز دوشيتش نيس ديشي تخا ديز ريبيتي ترلوتش بياندلو ما تان ناخشي بيرش ديشات سديش تسحوجي تسمحنا له خنجيت شنو اكتم قنو اوني كتوك جي ساعه مادات سومادات فرجع انش سامدو فرجع تورنش ام اسنون ديال بالادو مالوش بيرش كت حجشك بيرش ديشيت احيك سان يا دول دي بيرن شو بيرش سامو دول دي داتشنش فين سيجي دادلش اتوم ياتش دالوش بيرش شو بيرش يا خينه دول ناخر داتشي قوم يحكم بير باتش مش قوم دي حليل بات الدين دي يحبوا فلوش يعني تحوجي عين دول لهم حالة خارق كان ليلة ربوش ساعين ما تاكر داتي تورنش كعبي يخربوا تون ديل ات اكوارت يولقش ارابسكي يمش كوارتادو يحكن زود بيرش ليلة ربوشون هربوارش نحبو بورش عربو يتعيه زود ريكوش مشي ايماج وحشين يشال ليلة ربوشون وندالش شكول يحكي عشان عين ما تعموش حجوش كيال ديل دوي هرمان شكول يهدي شاديش انستيتوت يهدي الشوطة قويت سبيسياليست وشتو هوق اللي مجيتن عربو يكواتش يخ إيلي لروات يا يوالي لريات يا نوختي عدوت بيش ديشي دي سويلي Бахвите. Дишит есть. Хоми махвай. Вы там алер печени бан удашон от ухудя бадрах. Це хубали Аллах акбари, хубал акбари бошло. Хуш доузи тархам хош кахрой. Ой доузи там шудиста хрита. Шуден сколько чудах, дистхална. Шо сум. Ой масана хазахичу кушудяч. Некса шо кутити то дит сундаца. Ой ая зиот печени. Далдик на хошту. Делдик не дуэлуем. Делдик кавай шедеш орот нашел. Маш ой, масага дук машел. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.